мне 103 года, и верите, нет, не поверите, люблю петь, плясать, рассказывать все, что хорошо и что плохо. Я люблю все хорошо. Я от малого до старого люблю людей. Анна Серафимовна ждала нас с самого утра. Под голубой китель, усыпанный медалями, подобрала голубую блузку и даже сделала маникюр. Хрупкая, маленькая, но такая настоящая. До 19 лет она жила в Альметьевском районе. После с подругами уехала в Москву, строила метро. На фронт ее призвали в 42-м. Отличный слух и зрение стали билетом в воздушную разведку. Противовоздушной обороны. Вот меня куда. Я когда пришла, меня сразу на 2 часа вот самолет опознавать. Какой самолет летит? Наш и немецкий. 71 патрона на ремне, 71 патрон в руках ППШ. Вот. И вот летит самолет. Он летит и курс меняет. То влево, то вправо. Наш самолет, который летит, он тихо, спокойно. А немецкий с какими остановками. Ее верность военному уставу оценил сам маршал Георгий Жуков. Анна Серафимовна стояла на посту и не дала пройти великому полководцу. За храбрость он из рядовой перевел ее в ефрейторы. Я говорю, стой, кто идет. Молчок, тишина. Я так еще, так 2 минуты. Обратно. Я не стала спрашивать, бабах, 2 раза вверх. Тишина. Еще на одну лестницу перелез. Я говорю, стой, стрелять буду. Он испугался. Я уж тут 5 раз сразу дала. Жукова на карауле она так и не увидела, но и на объект не пустила. Его похвалу ей передало руководство. И тогда так хотелось поделиться радостью с мамой, говорит Анна Панкратова. Но не было адреса, куда отправить весточку. Наша героиня осиротела в 8 лет. После смерти мамы отец женился на другой. Ее воспитывала бабушка. Поэтому часто поет о маме. Нежный, ласковый совой, письмецо твое шлю. Мама, милая мамочка, как я тебя люблю. Победу Анна Серафимовна встретила в госпитале Праги после контузии, а сердце рвалось на парад в Москву. Ой, и вот я 8 месяцев отлежала, а в Москве справляли там люди. Как было обидно. Уж там кричат «Победа, победа, победа, победа!» В общем, наши. А мы плакали, там рядом с девушки стояли. Но мы не могли на победу попасть. Обидно было. После госпиталя Анна Серафимовна вернулась в Москву, вышла замуж, воспитала 3 дочерей. Сейчас бабушку героя радует 3 внуков, 5 правнуков. От имени Рустама Минниханова ее поздравил заместитель вице-премьера Фаннур Гарифуллин. Благодарственные письма, подарки и, конечно, национальные угощения. Вот такое угощение было, да. И вот он мне говорит, вот эту попробуйте, и эту попробуйте. Там 2 сорта было. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Москва.